Атырскуа хопштша бзела шабей тапсны пехенткарат филармония заладжа. Яха айхшалат концерт Алиса Гацпха, конкурс, лаборатория. Алла холодша зеге сценах я хапхой таха алла галажы сара хучик схарста хоп. А конкурс атыпианна кыло хара хапсны а культура Абстазараджа. Итак, мы начинаем нашу церемонию награждения и гала-концерт лауреатов международного конкурса лаборатории Алисы Гицба. За прошедшие 4 года конкурс лаборатории Алисы Гицба завоевал несомненное признание и авторитет в музыкальном мире не только России и Абхазии, но и далеко за ее пределами. И если в начале конкурса в нем принимали участие представители 2 стран, то в этом году было принято более 200 заявок из 8 стран. В 2025 году проект конкурса «Лаборатория» значительно расширился и добавились новые номинации «Искусство аккомпанемента» и «Искусство камерного вокального исполнительства». Обширная программа лаборатории включала мастер-классы и лекции. Проект не заканчивается сегодняшним гала-концертом. Впереди обширная концертная и образовательная программа во многих городах России и Абхазии. А в этом году мы начинаем неожиданно, но, надеемся, ярко. Обсуждение каждой номинации конкурса было очень эмоциональным и волнительным для всех нас. И я, как член жюри этого года, подтверждаю это волнение, нервную какую-то атмосферу, которая возникала, вспыхивала и потом угасала. Единственное решение, которое не вызвало никаких споров и было принято единогласно, касается присуждения гран-при. И вот сейчас мы хотим пригласить на эту сцену молодого музыканта, пианиста, лауреата первой премии в номинации «Искусство аккомпанемента» и гран-при всего конкурса Александра Широкова. Дорогие друзья, обычно мы медленно и неспешно называем всех победителей, но в этом году, как я уже сказала, все не банально, все неожиданно. Начнем с музыкального номера в исполнении обладателя гран-при Александра Широкова. Итак, Рахманинов, слова Якова Полонского, «Диссонанс». Исполняет Анна Юркус. Партия фортепиано, первая премия в номинации «Искусство аккомпанемента» и гран-при конкурса лаборатории Алисы Гицба Александр Широков, Москва.
Я, наверное, не открою тайну, если скажу, что это супружеская пара. Вот такая замечательная творческая семья. Анна Юркус, Александр Широков. Для продолжения церемонии награждения лауреатов международного музыкального конкурса Алисы Гицба я приглашаю на сцену председателя жюри, художественного руководителя международного конкурса «Лаборатории», народную артистку России, заслуженную артистку Республики Абхазия, солистку музыкального театра «Геликон Опера» Алису Гицба.
Ну, прежде чем мы объявим наше замечательное, почетное, авторитетное жюри, Алиса, позволишь, я объявлю наших партнеров нашего конкурса 2025. Информационные партнеры международного конкурса лаборатории Алиса Гицба. Генеральный информационный партнер проекта Государственное информационное агентство ТАСС. Информационные партнеры конкурса Российский государственный музыкальный телерадиоцентр «Орфей», Абхазская государственная телерадиокомпания, информационное агентство «Спутник Абхазия», информационное агентство «Апснепресс», мобильный оператор «Аквафон GSM» и портал «Играем сначала». Музыкальный конкурс «Лаборатория» состоялся при поддержке правительства России и Абхазии, Президентского фонда культурных инициатив и фонда Мусы Экзекова, правительство Республики Абхазия, Министерство культуры Республики Абхазия, Министерство иностранных дел Абхазии, посольство Республики Абхазия в Российской Федерации. Партнеры проекта: Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба, Московский музыкальный театр «Геликон-опера», Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича, Красноярская краевая филармония, Белгородская государственная филармония, Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени Александра Сергеевича Пушкина, Казанская государственная консерватория имени Жиганова, Московский оперный дом, Башкирский государственный театр оперы и балета, Таврида арт-кластер, Новосибирская государственная филармония, Краснодарский музыкальный театр, Международный союз музыкальных деятелей, Российская гильдия пианистов и концертмейстеров, фонд Ирины Самодаевой и Центр развития культуры. Спасибо нашим партнерам, без которых, конечно, сложно было бы провести этот грандиозный проект. А сейчас самое время объявить наше авторитетное экспертное жюри. Строгое и доброе одновременно. И самое справедливое, надо сказать. Я с большой благодарностью хочу объявить моих коллег, членов жюри 4-го международного музыкального конкурса лаборатории. Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета. Заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных Яна Иванилова. Профессор Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Светлана Бондаренко. Заслуженная артистка Абхазии, художественный руководитель Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба, музыковед Эсма Джения. И наша почетная, можно сказать, гражданка Абхазии, наш гость, всегда желанный, горячо любимый гость из Испании и представитель Мексики в Абхазии и в России Виктория Фернандес. Лауреат международных конкурсов, продюсер, менеджер и вообще красавица. Сейчас в данный момент Оскар Абдразаков поет спектакль, поэтому пожелаем ему удачи и поблагодарим его за то, что он тоже был нашим членом жюри. Оскар Абдразаков – заслуженный артист Абхазии, народный артист Башкортостана, художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета. Ну и я, ваша покорная слуга. Спасибо вам, друзья мои. А теперь, наверное, мы приступим к самому главному, ради чего мы здесь собрались. Мы попросили бы наших конкурсантов подняться на сцену для вручения призов.
Так, более 200 заявок, и посмотрите, какое количество вышло в лауреаты, да? Вот такой вот строгий отбор. Ну, начнем мы со спецпризов, которые присуждают и члены жюри, и вообще люди, заинтересованные в конкурсе, следящие за процессом отбора, и какие-то участники отслеживают себе кандидатов в театры, в музыкальные театры, в оперные театры, в филармонии, поэтому спецпризов достаточно много. Итак, спецприз Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. Дебют в спектакле на сцене Шостакович «Опера-балет» присуждается Анастасии Поповой и Фельдшерову Юрию. Анастасия Попова, Юрий Фельдшеров. Спецприз от радиостанции «Орфей». Интервью с победителем Александр Широков, обладатель Гран-при. Московский театр «Геликон Опера» предоставляет возможность проведения гала-концерта лауреатов конкурса лаборатории Алисы Гицба. Это касается всех участников. Продюсерский центр развития культуры «Москва». Участие в проекте для Савельева Петра и Рябухина Бориса. Попов Артем и Савельев Петр. Красноярская краевая филармония. Гала-концерт лауреатов конкурса лаборатории Алисы Гицба. Новосибирская академическая филармония. Гала-концерт лауреатов конкурса лаборатории. Белгород. Государственная филармония. Концерт с оркестром народных инструментов. Присуждается Сорокиной Надежде. Московский оперный дом. Участие в иммерсивном спектакле «Рябухин Борис». Его нет сегодня, поэтому ему передадут лично. Спецприз от фонда Оскара Абдразакова и Башкирского государственного академического театра оперы и балета. Дебют в оперном театре. Синаревский Георгий. Нижегородский театр оперы и балета. Концерт лауреатов в концертном зале Пакгауза. Для всех. Спецприз от председателя жюри Алисы Гицба.
Надежда Абхазии. Чекрян Давид. Спецприз от члена жюри, заслуженной артистки Российской Федерации, солистки Московской государственной филармонии Яны Иваниловой. Участие в абонементном концерте Московской государственной академической филармонии «Молодые певцы русской школы» Тихонова Полина и Леничева Наталья. Спецприз от члена Союза композиторов Германии Хиблы Амичба. Запись 2 романсов на стихи абхазских поэтов Чекрян Давид и Тихонова Полина. Концертный зал имени Ирины Архиповой. Гала-концерт лауреатов конкурса «Лаборатория» Алисы Гицба. Для всех участников. Спецприз от фонда Ирины Самодаевой. Концерт на телевидении Мексики и сольный концерт. Катерина Веласкес, Никарагуа. Спецприз от гильдии концертмейстеров Котеневой Анне. В этом году замечательная номинация «Искусство аккомпанемента». Такой важный компонент музыкальной культуры, аккомпанемент, который как-то в последние годы несправедливо недооценивается, потому что аккомпаниатор, он практически присутствует в жизни каждого музыканта, за исключением только солистов, пианистов. И так приятно, что в конкурсе появилась эта номинация, и так много желающих в ней участвовать. И такое открытие для нас. Победитель нашего конкурса Александр Широков. Так, что-то мне тут еще передали. Сейчас будем читать. Первый раз. Сертификат на участие в мастер-классе в рамках курсов повышения квалификации концертмейстеров. Школа концертмейстерского мастерства 2026. Выдан финалисту 4-го международного музыкального конкурса «Лаборатория» Алисы Гицба Майстер Валентине. Сертификат Школы концертмейстерского мастерства выдан финалисту 4-го международного музыкального конкурса «Лаборатории» Мантай Эмилии. Мантай Эмилии предоставляется возможность участия в мастер-классах гильдии концертмейстеров России. Это 7 дней мастер-классов. И я думаю, что вот такие специальные призы как раз созданы для того, чтобы мотивировать наших участников к развитию и дальнейшему участию в нашем конкурсе. А у нас до 45 лет, и ежегодно можно участвовать очень много раз. Спецприз Алена Владимира Гомеса, дирижера, директора по развитию и культурным отношениям штата Халиско в Мексике, за лучшее исполнение произведений на испанском языке иностранным исполнителям в этом году не присуждается, но, хорошая новость, в следующем году приз удваивается, поэтому желающие, прям готовьтесь. Просто у нас все меняется со скоростью света, и мы иногда не успеваем информацию обновлять.
И вот от гильдии концертмейстеров России у нас есть еще один почетный уже приз, который выдан финалисту 4-го международного конкурса лаборатории Алисы Гицба Широкову Александру. И к нему прилагается флешка с записями выдающихся концертмейстеров. Спасибо. Это большой привет от Ольги Бер вам. А теперь вот в такой вот атмосфере таинственности, вот только здесь, в этом аппарате, информация о лауреатах нашего конкурса. Мы практически вскрыли его на ваших глазах. Итак, номинация «Искусство аккомпанемента». 3-я премия присуждается Мазурову Георгию и Мантай Эмилии. Вторая премия номинации «Искусство аккомпанемента» Егорова Александра, Котенева Анна. Номинация «Камерное вокальное исполнительство». Диплом и спецприз мы уже передали. Надежда Абхазия, Чекрян Давиду. 3-я премия Сулейманов Эрнест, Москва. Тихонова Полина, Санкт-Петербург. Вторая премия в номинации «Камерное вокальное исполнительство» присуждается Свирской Наталье, Москва. И Лубковой Светлане, Саратов. Первая премия номинации достается Герасимовой Юлии, Москва. И Сорокиной Надежде, Самара. Переходим к следующей номинации. Собственно, это такая важная номинация, с которой начинался конкурс «Оперное пение». 3-я премия номинации «Оперное пение»
присуждается Поповой Анастасии. Еще один лауреат уехала в таком оперативном порядке, потому что она работает в театре, и у нее сегодня какое-то выступление. Или завтра, да, выступление. Линючева Наталья. 3-я премия в номинации «Оперное пение». 2-я премия присуждается Юрию Фельдшерову. И наши замечательные гости из Никарагуа, Катерина Веласкес. 2-я премия, номинация «Оперное пение». И для поздравления я приглашаю на сцену министра иностранных дел Олега Барциц. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости, участники, организаторы этого замечательного события в жизни Абхазии, в жизни России и, как выясняется, еще многих стран. Я очень рад, что растет география этого замечательного проекта, который придумала и начала осуществлять наша замечательная, выдающаяся соотечественница, народная артистка Республики Абхазия, заслуженная артистка России Алиса Шаловна Гицба. Я благодарен, конечно, и всем, благодаря кому стал возможен этот замечательный гала-концерт, этот замечательный конкурс. Это и фонд содействия культурных инициатив президента Российской Федерации и правительства Республики Абхазия. Здесь присутствует премьер-министр Владимир Валерьевич Делба. Это говорит о том, насколько важно это для Абхазии, насколько это важно для взаимоотношений Абхазии и России. Это еще один мост между нашими народами, между нашими культурами. И, как выясняется, это еще мост во многие другие страны. Я с большим удовлетворением хочу сказать, что наша замечательная гостья Катрин Веласкес Дуарте сегодня с нами. И это еще одно реальное наполнение нашей дружбы и союзничества с замечательной, дружественной, братской нам Республикой Никарагуа. Также хочу поблагодарить высокое жюри, которое состоит из очень значимых имен. Также можно его назвать международным жюри. Поблагодарить за то, что они эти дни были здесь, в Абхазии, за то, что они сделали все вместе с Алисой Шаловной, чтобы на небосклоне оперного искусства, классической музыки, этого высокого мира искусства зажглись новые звезды, новые имена. Хочу поздравить всех победителей, лауреатов с этими наградами. И мы видим сегодня, какой широкий и перспективный путь открывается благодаря этому конкурсу Алисы Гицба перед вами. Это дополнительные возможности. Я уверен, что вы реализуете весь свой потенциал и достигнете больших высот. Спасибо.
Ну и, собственно, первая премия в номинации «Оперное пение» присуждается Мишиной Екатерине, Москва. И Артему Попову, но его нет. Поет в Большом театре, подсказывают. Гран-при конкурса – это действительно уникальный год, когда гран-при присудили не вокалисту, а инструменталисту. Гран-при конкурса Широков Александр. И первая премия номинации «Искусство аккомпанемента». Александр Широков, концертмейстер Большого театра. Ведь Александр Широков женат, и получается 2 медали, 2 кубка и 2 премии. Все правильно? Анду Юркус приглашаем принять участие в нашем конкурсе в следующем году. Держите. Поздравляю, ребята, вы замечательные. Удачи вам. Спасибо огромное. Осталось только присоединиться. Замечательные слова все сказаны. Еще раз спасибо жюри, спасибо Алиса Шауна, спасибо вам персонально. Спасибо этой земле. Мы в восторге от Абхазии, от природы, от кухни, естественно, и от приема. И мы надеемся еще сюда не раз вернуться. Спасибо. Ну вот, уважаемые наши теперь уже лауреаты, те, кто участвует в концерте, проходите за кулисы, а кто не участвует, сидите в зале. Большое спасибо вам всем за то, что вы пришли и разделили нашу радость. Я еще раз хочу поблагодарить моих коллег, замечательных членов жюри и, конечно, Алексея Еник, который является арт-директором конкурса лаборатории уже 4-й год и всегда рядом, и всегда поддерживает. Огромное спасибо, низкий поклон. Мы продолжаем. Церемония награждения завершена, лауреаты объявлены, но, как принято традиционно, вслед за награждением гала-концерт лауреатов. И сейчас я приглашаю на сцену обладателя приза «Надежда Абхазии» Давида Чакырян. Я сейчас просто объясню. У нас же камерная номинация впервые в этом году. Поэтому я вот иду по уже проторенному пути. На самом деле очень важно развиваться и не забывать о том, что ты развиваешься. Желаю вам всем хорошего концерта. Да. Получить удовольствие от наших лауреатов, а я пойду. Пусть вас поведет дальше. Спасибо. Небольшая часть нашего большого концерта – это лауреаты номинации «Камерное вокальное исполнительство». Они, как вы понимаете, поют под рояль, под фортепиано, не под оркестр, поэтому такая заминка возникла. Итак, Давид Чакырян, Шуман, посвящение из цикла «Мирте». Партия фортепиано, лауреат международных конкурсов Татьяна Жирихина. Amore sui
meine Seele, du mein Herz, du meine Trauer, du mein Schmerz, du meine Welt, in der ich lebe, mein Himmeltor, darein ich schwebe, mein Gott, der Geist, mein besseres Ich. Петр Ильич Чайковский, слова Апухтина, романс «День ли царит» исполняет лауреат первой премии Надежда Сорокина. Партия фортепиано Татьяна Жирихина.
Сергей Рахманинов, слова Федора Тютчева, романс «Весенние воды». Исполняет лауреат первой премии Юлия Герасимова. Партия фортепиано Татьяна Жирихина.